Почти 30 по-настоящему заслуженных наград, среди которых федеральные и региональные, получают люди самых разных профессий. Каждый в этом зале своим ежедневным трудом работает на благо и процветание родной республики. Благодаря каждому из них пишется история достижений республики. Своим трудом они доказывают, какой мощной силой обладают любовь к своей родине и профессии. Махмуд Али Калиматов благодарит собравшихся за желание и работу вместе строить будущее родной Ингушетии. Все, кто здесь присутствует, тот поставил цель в своей жизни для достижения своей профессии результатов. Каждая профессия важна, как говорили у нас в юности. Самое главное, сегодня надо оценивать свой путь вам, и мы уже их оценили, уже этими наградами. Кроме того, это оценил президент Российской Федерации. А главная цель любой работы, чтобы мы видели улыбающихся жителей нашей республики. Радовались, чтобы они. Первую высокую государственную награду, медаль за заслуги перед Отечеством второй степени из рук главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова получает Любовь Башировна Ужахова, начальник отдела экономики и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Ингушетии. Она в профессии большую часть жизни. Очень приятно, очень волнительно, очень торжественно. И как-то вот до глубины души мне очень приятно, что заметен мой скромный труд, что он оценен по достоинству, наверное, раз я так получаю такую награду сегодня. Медаль за заслуги перед Отечеством второй степени получает и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ингушетии Мурат Хаматханов. Благодаря слаженной работе в самое тяжелое для бизнеса время и по сегодняшний день предприниматели республики получают необходимую поддержку, а бизнес уверенно развивается. Я благодарен руководству республики за то, что дали такую высокую оценку нашему скромному труду. В принципе, может быть, даже мы и не наработали на такую награду. Но это в первую очередь говорит об оценке работы бизнеса в Ингушетии, как он работает. В принципе, мы неплохо двигаемся, развиваемся. У нас уверенный рост числа субъектов МСП. Значит, где-то по прошлому месяцу был 4-й результат по стране был. Высоких званий, благодарственных писем, почетных грамот удостоили представителей самых разных профессий, среди которых работники здравоохранения, сельского хозяйства, экономики, культуры и искусства. Профессии врача себя посвятила Хава Ахриева, врач-гастроэнтеролог Ингушской республиканской клинической больницы. Получает высокое звание заслуженный врач Российской Федерации. Если бы мне эту награду дали бы 10 лет тому назад, я не была бы так рада. Потому что тогда у меня еще не было тех эмоций, что я еще чего-то такого заслуживаю. Но вот уже спустя вот эти годы, уже ближе уже к своим 60 годам, я поняла, что в любом случае тот труд, который я вложила, тех больных, которых я вылечила, я считаю, что, наверное, все-таки есть какая-то в этом заслуга, в этой награде. Свою первую в жизни награду высокое звание заслуженный работник культуры Ингушетии получает концертмейстер Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева Аза Берсанова. Многочисленные командировки, репетиции с оркестрами, творческая профессия она посвятила больше 30 лет. 33 года я работаю. Честно говоря, для меня это даже было очень неожиданно. Очень приятно, что оценили мой труд и приурочили награду к юбилею филармонии, 30-летию филармонии. Конечно, неожиданно, очень приятно. Высокие награды для них еще один стимул развиваться в профессии, не терять вдохновения, желание и трудолюбие, приносить пользу своей родине и своим землякам. Лида Сычева, Джамалил Султыгов. Новости 24.